Тропический лес Амазонки является огромной экосистемой, которая представляет собой среду обитания таких странных и удивительных существ, как ягуар, лягушки-древолазы и василиски. Однако лес является местом обитания не только тех существ, которые рыщут, бегают или ползают в его дебрях. В глубинах реки Амазонки, самой крупной в мире реки, обитают настолько удивительные и страшные существа, что по сравнению с ними фильм «Челюсти» кажется приятным и расслабляющим плаванием в океане. Итак, это 10 смертельно опасных существ Амазонки. Поехали! Черный кайман. По сути, черный кайман является аллигатором на стероидах. Черные кайманы могут вырастать до 6 метров в длину. У них более крупные и тяжелые черепа, чем у нильских крокодилов, и они являются высшими хищниками в водах реки Амазонка. Это означает, что они в принципе являются королями реки. Они едят все, что попадется им в зубы, включая пираний, обезьян, пресноводных окуней, оленей и анаконд. Ах да, стоит отметить, что они охотно нападают и на людей. Анаконда. В продолжение темы о гигантских рептилиях представляем вашему вниманию самую крупную змею в мире, обитающую в реке Амазонка – анаконду. Несмотря на то, что длина тела сетчатых питонов может быть больше, анаконды гораздо тяжелее. Самки анаконд, как правило, больше, чем самцы и могут весить до 250 килограммов. Длина тела анаконды может составлять около 9 метров, а диаметр тела может достигать 30 сантиметров. Они не ядовиты, но используют свою внушительную мышечную силу для того, чтобы сжимать и душить своих жертв, к которым относятся капибары, олени, кайманы и даже ягуары. Арапайма, также известная как пураруку или пайчи. Это гигантская хищная рыба, которая обитает в Амазонке и прилегающих к ней озерах. Экипированные бронированной чешуей, они без особой опаски плавают в водах, кишащих пираньями, и сами являются довольно эффективными хищниками, питающимися рыбой и время от времени птицей. Арапаймы предпочитают оставаться близко к поверхности, потому что помимо того кислорода, который они получают через жабры из воды, им еще нужно делать глотки воздуха, поднимаясь на поверхность воды. Появляясь на поверхности, они издают характерный звук, похожий на кашель. Длина их тела может достигать 2,7 метра, а вес 90 килограммов. Эти рыбы настолько свирепы, что у них есть зубы даже на языке. Бразильская выдра. Эти выдры являются самыми крупными пресноводными выдрами. У бразильских выдр самая большая длина тела из всего семейства куньих, и взрослые самцы могут дорастать до 2 метров, если измерять от головы до хвоста. Их диета в основном состоит из рыбы и крабов, на которых они охотятся в семейных группах от 3 до 8 особей. Они могут съедать до 4 килограммов морепродуктов в сутки. Тем не менее, многие люди считают их милыми, но не дайте их миловидности вас обмануть. Они ничуть не безобиднее других существ в этом списке. Были случаи, когда группы бразильских выдр убивали и съедали взрослых анаконд. Они также могут с легкостью убить каймана. В ходе наблюдения за одной из групп бразильских выдр было замечено, что они убили и съели 1,5-метрового каймана за 45 минут. Обычная ванделия или кандиру. Амазонка кишит не только гигантами. Маленькие существа, обитающие в ней, не менее ужасны, по крайней мере, если верить историям о них. Обычные ванделии – это маленькие паразитические пресноводные сомики, которые получили известность за то, что залезают в уретру любого глупца, который надумает мочиться в реке. Попав в мочевыводящие пути, они накрепко застревают там благодаря шипам, которые растут вдоль их спин. Но, как правило, они паразитируют на рыбах, прикрепляясь к жабрам крупных рыб с помощью все тех же шипов на своих спинах и питаясь их кровью. Акулы-быки. Несмотря на то, что акулы-быки, как правило, обитают в соленых водах океана, они прекрасно чувствуют себя в пресных водах. Были случаи, когда они заплывали так далеко по реке Амазонка, что их видели в городе Икитос в Перу. Их специфические почки воспринимают изменения уровня соли в воде и адаптируются соответствующим образом. И вы бы точно не захотели повстречать одну из них в реке. Эти акулы часто дорастают до 3,3 метра в длину, а вес особо крупных особей, пойманных рыбаками, достигал 312 килограммов. Они также совсем не прочь полакомиться человеком, и именно этот вид акул чаще всего нападает на людей. Второе и третье место занимают тигровые и большие белые акулы соответственно. Электрические угри. На самом деле они находятся в более тесном родстве с самами, чем с другими угрями. Но вы наверняка не захотите приблизиться к ним достаточно близко, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Они дорастают до 2,5 метров в длину и могут вырабатывать электрические разряды при помощи особых электрических органов, расположенных вдоль их боков. Эти разряды могут достигать 600 вольт и достаточны для того, чтобы сбить лошадь с ног. Несмотря на то, что одного разряда недостаточно, чтобы убить здорового взрослого человека, многократные удары могут
могут привести к сердечной или дыхательной недостаточности, и случаи, когда люди теряли сознание и тонули после атаки электрического угря, не так уж редки. Обыкновенные пираньи. Квинтэссенция ужаса реки Амазонки. Настолько пугающая, что послужила вдохновением для ряда спорных голливудских фильмов. Хотя обыкновенная пиранья на самом деле в первую очередь является падальщиком. Однако это не значит, что пираньи не нападают на здоровых существ. Они могут дорастать до 30 сантиметров в длину и обычно плавают большими группами, поэтому они представляют весомую угрозу для большинства животных. Как и все виды пираний, обыкновенные пираньи обладают невероятно острыми зубами, которые расположены в ряд на верхней и нижней челюсти этих рыб. Эти зубы полностью смыкаются, что делает их идеальным орудием для отрывания и раздирания плоти жертвы. Их устрашающая репутация главным образом происходит от лихорадочного поедания, когда целая группа пираний окружает несчастную жертву и объедает ее плоть до костей за несколько минут. Скумбриевидный гидролик. Несмотря на их уменьшительное название, скумбриевидный гидролик является свирепым хищником, способным поймать и поглотить рыбу, чей размер равен половине их собственного тела. Учитывая, что длина их тела может достигать 1,2 метра, это довольно впечатляющий подвиг. Большая часть их рациона состоит из пираний, что должно дать вам некоторые представления о том, насколько свирепыми могут быть эти клыкастые изверги. Из их нижней челюсти растут два клыка, которые могут дорасти до 15 сантиметров в длину. Эти клыки они используют для того, чтобы буквально насаживать на них жертву после того, как бросаются на нее. Бурый паку. Одно существо, обитающее в реке Амазонка, гораздо страшнее для мужчин, чем для женщин. Бурый паку – это намного более крупный родственник пираньи, хорошо известный по своим отличительным зубам, похожим на человеческие. В отличие от многих других существ в этом списке, паку на самом деле всеядные, и большую часть их диеты составляют фрукты и орехи. К сожалению, для некоторых паку орехи – это не только то, что сыпется с деревьев. Да, вы правильно поняли. Было несколько случаев, когда паку откусывали яички у пловцов мужчин. В Папуа-Новой Гвинее несколько мужчин умерли после того, как паку принял их гениталии за легкую добычу.